Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Депутаты Сухумского городского собрания против передачи дома Даля в республиканскую собственность. Компания «Мобайл» обновила офис продаж в городе Гал. Определены победители международного шахматного фестиваля. МИД Абхазии прокомментировал события в Курской области России. Террористические вылазки украинских неонацистов против мирных граждан являются не только нарушением норм международного права, но и попранием общечеловеческих ценностей. Уверены, это преступление не останется безнаказанным, говорится в сообщении. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших из-за украинских обстрелов в Курской области. С 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе 9 детей. 38 пострадавших находятся в областных медицинских учреждениях. 9 человек, среди которых военкор Евгений Поддубный, эвакуированы в Москву. Министр иностранных дел Сергей Шамба назначил Максима Гвинджа и Даура Кове послами по особым поручениям МИД Абхазии. Абхазо-юго-осетинские и абхазо-приднестровские отношения обсудили на встрече глава МИД Абхазии Сергей Шамба, посол Южной Осетии в республике Олег Бациев и глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба. Стороны рассмотрели дальнейшие шаги для развития и укрепления межгосударственных отношений. В Галском районе отмечена слабая работа ГАИ при стопроцентной раскрываемости преступления. А в Ткварчальском районе, несмотря на нехватку кадров, сотрудникам удается сдерживать преступность на низком уровне. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездные совещания в Галском и Ткварчальском районах. Подробности в материале пресс-службы МВД. Товарищ генерал-майор милиции, личный состав ОД по Галскому району находится при исполнении служебных... В рамках отчетно-плановых совещаний по деятельности районных органов внутренних дел министр Роберт Киут провел совещание в ОВД по Галскому району. В совещании принял участие заместитель министра Беслан Чкадуа. О результатах служебной деятельности территориального подразделения доложил исполняющий обязанности начальника Аслан Чеди. Разрешите зачитать отчет за 7 месяцев по итогу. В 7 месяцев до 2004 года у нас зарегистрировано 29 преступлений, из которых все 29 преступлений были раскрыты на 100%, так как за аналогичный период было зарегистрировано 30 преступлений, из которых было раскрыто 25, что составило 83,3 раскрываемости. Из числа зарегистрированных преступлений тяжких 6, из которых раскрыто все 6, на 100% раскрыто, тогда как за аналогичный период прошлого года зарегистрировано было 9 преступлений, из которых было раскрыто 4 преступления, что составило 44,4% раскрываемости. Как доложил Чеди, особое внимание уделялось обеспечению безопасности на автодорогах обслуживаемого района. У ГАИ совместно с другими службами МВД проводятся рейдовые профилактические мероприятия на посту ГАИ «Канал» и в городе Гал, а также в других городах и районах Абхазии. За 7 месяцев до 2004 года было выявлено 1685 нарушений ПДД, так как управление в нетрезвом состоянии 33, без водительского удостоверения 64, без госномера 5, управление тонированными стеклами 31, пересечение сплошной линии и по проезд под красный свет 129, лишены водительских удостоверений 19 человек. За отчетный период 2024 года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего ранено 7 человек, погибших нет. В 2023 году имели место 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Министр внутренних дел отметил значительное снижение числа преступлений в районе в последние годы. Генерал-майор Киут подчеркнул колоссальную разницу в цифрах, согласно имеющейся статистике. Много чего может происходить в районе, особенно в селах. Знаем этот район очень хорошо. Главное, чтобы люди реально доверяли милиции и сообщали о происшествиях. Понятно, что в плане раскрытия и работы, которую вы ведете по направлению раскрытия, я знаю прекрасно. У вас достаточный опыт
в этом работе, что у руководителя, у тебя и у тех ребят, которые с тобой находятся. Я это прекрасно вижу, знаю. И ситуация в корне, она поменялась. Но вот это 100%, ну, хорошая цифра. Хорошая очень цифра. Заместитель министра Беслан Чкаду отметил слабую работу ОГАИ района. Он поручил усилить кадровый состав, а также работу в части выявления нетрезвых водителей. Выездное совещание продолжилось в отделе внутренних дел по Ткварчалскому району. Об общем положении дел доложил начальник УВД Арсен Биджев. Несмотря на существенную нехватку кадров в УВД по Ткварчалскому району, сотрудникам удается сдерживать достигнутый низкий уровень преступности на подведомственных территориях, отметил Биджев. По Ткварчалскому району было зарегистрировано 5 преступлений уголовного характера, из которых раскрыто 3, что составляет 60%. Что касается тяжких преступлений, за отчетный период 2024 года было зарегистрировано 2. Как отметил начальник РОВД, из совершенных преступлений имели место 3 факта незаконного хранения огнестрельного оружия, культивирования запрещенных к возделыванию на территории Абхазии наркосодержащих растений и 1 разбойное нападение, по которому проводятся следственно-оперативные мероприятия. За аналогичный период 2023 года по Ткварчалскому району зарегистрировано 2 преступления уголовного характера, из которых было раскрыто 2. Службой ОГАИ УВД по Ткварчалскому району за 7 месяцев 2024 года было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили телесные травмы незначительной степени тяжести и были доставлены в республиканскую больницу города Ткварчал. За аналогичный период 2023 года в ОГАИ УВД по Ткварчалскому району было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили телесные ранения и были доставлены в медучреждение. Всего выявлено 714 нарушений правил дорожного движения. Министр внутренних дел Роберт Кьют поручил усилить работу в части обеспечения безопасности прибывающих в район туристов. В последние годы туризм в районе активно развивается. Люди едут к вам, открываются новые туристические маршруты. Самое важное в этой связи – обеспечить людям безопасный отдых, резюмировал Роберт Кьют. Лаша Ашуба выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти депутата парламента 2-го созыва Юрия Владимировича Квикискири. Юрий Владимирович пользовался большим уважением избирателей и коллег-депутатов, всегда отличался патриотизмом и своей твердой позицией по обсуждавшимся в парламенте вопросам. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его родных и близких, многочисленных друзей, коллег и однополчан. Всех, кто знал и ценил этого неординарного и яркого человека, говорится в соболезновании. На очередном заседании Сухумского городского собрания депутаты рассмотрели 7 вопросов повестки дня, в том числе вопрос об изменении тарифов за услуги, предоставляемые Сухумским центральным рынком. Горсобрание также рассмотрело письма главы администрации Беслана Эшба о согласовании проекта положения о порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципальной собственности города Сухум. Кроме того, Горсобрание утвердило временные тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для физических и юридических лиц. Все подробности в материале Алики Трапш. В начале заседания депутаты Сухумского городского собрания приняли отчет Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Затем рассмотрели вопрос об изменении тарифов за услуги, предоставляемые Сухумским центральным рынком. Согласно документу, арендная плата помещения должна составлять не менее 500 рублей за 1 квадратный метр площади в месяц. Депутаты также установили предельную стоимость помещений за 1 квадратный метр площади в месяц в размере 1000 рублей. На самом деле мы узнавали у руководства рынка. На данный момент фактически ни у кого нету сумм, которые превышают 1000 рублей, но для спокойствия наших граждан, поскольку они к нам обращались и боятся, что в будущем такой прецедент может через сколько-то там лет случиться, я считаю, будет целесообразно поставить верхний порог в 1000 рублей. Горсобрание рассмотрело письмо главы администрации Беслана Эшба о согласовании проекта положения о порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципальной собственности города Сухум, контроля за их исполнением и подтверждения победителям конкурса исполнения указанных условий. Юрист Лана Цафа подробно рассказала о положениях, которые включены в документ.
Мы сроки указали, которые нужны для подачи заявлений. Дальше, кто претендует, что претендент может претендовать на одно, как его имущество, то есть количество, сколько раз он может обращаться, там, ну, эти принципы тоже все закреплены. Дальше мы привели чуть-чуть положение технически тоже, в юридические вопросы тоже в соответствии с нормативным документом, как должно выглядеть структуру, я имею в виду положение, и привели все это согласно законодательству Республики Абхазия. То есть никакие не наши пожелания в этом положении, а только все, что исходит из закона о республиканской и муниципальной собственности. Депутаты Сухумского городского собрания дали согласие на внесение имущественного комплекса завода углекислотных экстрактов в Сухуми в перечень объектов, подлежащих приватизации. Также рассмотрели письмо главы администрации столицы о передаче в республиканскую собственность объекта муниципальной собственности по улице Пушкина, номер 20. Советник по правовым вопросам правительства Лаша Цава рассказал, что архитектурный памятник, построенный инженером Александром Далем в конце XIX века, входит в список объектов историко-культурного наследия и числится за Минкультом. Еще с советских времен там были прописаны люди. Тех, кто не приезжал давно, в послевоенные годы выписали, а доли остальных правительство выкупило. Лаша Цава уточнил, что по закону государство не могло сразу забрать квартиры. Формально они должны были перейти в собственность администрации города. Получается, что часть здания в республиканской собственности, а формально по закону мы не могли сразу квартиры забрать в республиканскую собственность. По закону квартиры должны были перейти в собственность администрации города, ну так скажем формально. И теперь мы уже хотим это все соединить в единый имущественный комплекс. Какие планы? Минимум. Планы такие, что в следующем году правительство своим усилием как минимум сделает крышу. Уже будет, как только вы примете решение, будет решение Кабинета министров о том, что это все в Минкульте собрать, то у нас будет основание УКСа, чтобы начать какие-то работы хотя бы сохранить. Как минимум срочно будет делаться крыша. Потому что объект разрушается, этот объект просто погибает. Сегодня невозможно деньги тратить из-за юридических формальностей. Дальше это объект историко-культурного наследия, его нельзя приватизировать, его нельзя продать. Насколько я знаю, у нас вступил в силу закон на стратегических объектах, где объекты историко-культурного наследия тоже туда включены. Даже вопрос аренды, получается, там тоже будет достаточно сложный, требуется согласия правительства и парламента, и пока он не актуален. Раньше было это актуально, было много попыток его собрать, в том числе и абхазскими бизнесменами, но это сегодня объект защищен от таких коллизий, сегодня его надо сохранить. После всех обсуждений депутаты проголосовали против передачи дома Даля в республиканскую собственность. Горсобрание рассмотрело вопрос изменения тарифов на воду. В связи с увеличением объектов капитального строительства в Сухуми возникла необходимость увеличения платы за технологическое подключение объектов к сетям водоснабжения и водоотведения. Плата формируется исходя из нормативов объема потребления воды субъектами жизнедеятельности, протяженности разводящих и отводящих магистрали, ставки тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной и канализационной сетей. Значит, во-первых, предлагается очень важный момент, связанный с тем, что необходимо вводить систему установки приборов учета. Прежде всего, это повлияет на экономию воды, потому что сегодня просто даже простые цифры нам показывают, если вот, допустим, сегодня суточная поставка воды в город составляет почти 170 тысяч кубов, то в процентном отношении, допустим, если рассматривать долю населения, которое по нормативу потреблять должно эту воду, то это составляет почти 20 тысяч кубов. Ну, в оставшейся части это, естественно, коммерческие и промышленные предприятия, но в большей степени получается, что вода у нас просто так уходит, утекает. Присутствовавший на заседании Горсобрания глава столичной администрации Беслан Эшпа предложил повысить цену с 4 до 5 рублей за 1 кубометр в месяц. В жилищном кодексе, о котором сказал Руслан, значит, там это все мы предусмотрели. Да, там и пение предусмотрено, и все равно без отключения воды. Ну, в итоге, когда ты вообще злостный нарушитель, тогда воду не отключают, но твое имущество ставят на арест. То есть там уже цивилизованные такие-то вещи. Без таких инструментов говорить о том, что идите, как хотите, получайте с людей деньги, мы же все абхазцы, мы же понимаем, правильно? Мы ведем уже ревизию того, что дано указание всем, кому даны разрешения
на магазины, павильоны, супермаркеты, разрешение на строительство, на временную торговлю. У всех в распоряжениях написано, что сделать. Подписать СМУ благоустройства по поводу уборки мусора, подключиться к сетям. Не выполнил условия заявителей, кому дано, значит распоряжение будет подлежать расторжению. Данный вопрос вызвал бурное обсуждение. Депутат Виктор Акусай предложил оставить тариф прежним для горожан, у кого установлены счетчики. Кто поставит счетчик, администрация предлагает 5 рублей, Да. я прошу оставить по старой цене 4 рубля. Понял? В итоге мэр столицы Беслан Эшба отозвал свое предложение о повышении тарифов на воду. Затем депутаты Горсобрания утвердили временные тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для физических и юридических лиц. Так горожане, установившие приборы учета, будут платить 4 рубля за 1 кубометр воды в месяц. Не установившие приборы – 10 рублей. Госорганы и бюджетные учреждения – 70 рублей. Промышленные, хозрасчетные и коммерческие организации – 100 рублей. Предприятия, организации и учреждения, неподведомственные Абхазии – 210 рублей за 1 кубометр воды в месяц. Алька Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Полный спектр услуг и комфортная атмосфера. Амобайл обновил офис продаж в городе Гал. Теперь у жителей и гостей района есть возможность напрямую обратиться за помощью к специалистам компании, пополнить баланс не только мобильной связи, но и домашнего интернета, сделать денежный перевод в Россию, Узбекистан, Таджикистан и Турцию, выпить вкусный кофе, сходить на шопинг и даже приобрести технику. На сегодняшний день это самый большой офис продаж компании в республике. На открытии нового офиса побывала Шазина Ханагова. Амобайл больше, чем связь. Теперь еще ближе и доступнее. Фуршет, музыка, цветочные композиции и абхазские напевы. В Гале состоялось торжественное открытие нового центра обслуживания. Под аплодисменты заветную красную ленту разрезали замгендиректора компании Акопов Джан и руководитель офисов продаж Нелли Столбовская. В праздничном настроении и в особой атмосфере. Так специалисты компании обслуживали абонентов в день открытия. Новый офис предлагает жителям Гала не только полный спектр услуг Амобайл, но и принципиально новую располагающую атмосферу для посещения. Дизайн помещения выполнен в современном стиле, который отличается лаконичностью форм и функциональностью. Обилие естественного света и гармоничное сочетание минимализма с деревом придает интерьеру теплоту и уют. Большое спасибо всем, что сегодня пришли. Сегодня знаменательный день открытия нового офиса. Мы все его долго ждем. Мы все этот день долго ждали. Видите, все получилось замечательно. Все очень красиво, стильно, современно. Конструкция офиса длилась более 3 месяцев. И я хочу выразить большую благодарность всем специалистам различных отделов, которые помогали воплощать этот проект в реальность. Ждем всех жителей города Гал. Это не просто открытие очередного центра обслуживания. Сотовая компания развивается ежедневно в ногу со временем. Амобайл всегда уделял особое внимание обслуживанию абонентов Галского района. Сотовая компания приложила максимум усилий, чтобы создать здесь современные и комфортные условия. Было принято решение расширить данный офис в 2 раза, увеличить торговые площади, предоставляя широкий спектр услуг, а также рабочие места. Каждый час мы делаем что-то новое, создаем новые сервисы, естественно, занимаемся реновацией офисов, которые у нас есть. И сегодня мы как раз-таки открываем офис в Гале. Гал для нас очень, лично для меня, особый район, особый город. Мы всегда уделяли большое внимание обслуживанию наших абонентов в этом районе, потому что считаем, что это одни из самых теплых, дружных, гостеприимных людей в этом районе. Поэтому, конечно же, мы очень постарались сделать так, чтобы нашим абонентам в городе Гал было комфортно. В офисе Амобайл клиенты могут приобрести сим-карту, пополнить баланс, получить консультацию по услугам связи, осуществить переводы на карты российских банков в Узбекистан, Таджикистан и Турцию, оформить страхование ОСАГО, приобрести стильный мерч и не только. Также в галском офисе представлен самый большой выбор техники магазина «Эксперт Стор», который является партнером Амобайл.
Когда мы впервые привезли эксперт-стор в ГАЛ, люди так хорошо восприняли, и мы поняли, что ассортимент надо расширять. При этом наш офис, который был открыт еще в 2011 году и 13 лет уже здесь функционировал, он уже стал мал для нас самих и требовал обновлений. И было принято решение расширяться, обновляться и строиться по-новому. У нас большие планы по обновлению офисов вообще остальных. Мы работаем с Амобайлом с 1 сентября 2022 года. Это сотрудничество максимально комфортно. Мы поставляем продукцию в филиалы Амобайла. Соответственно, до этого это была в основном мобильная техника и аксессуары. Сейчас же наш ассортимент расширен. Мы очень рады тому, что теперь мы можем сотрудничать в больших масштабах. И, соответственно, это хорошо как и для Амобайла, так и для нас, так и для жителей Гала, так как сегодняшним днем мы предоставляем свою продукцию именно в этом филиале в городе Гал. Компанию Амобайл поздравляли с открытием жители Гала, партнеры и друзья. Амобайл стремится к постоянному развитию и расширению сети обслуживания клиентов, чтобы обеспечить качество связи и доступность для всех абонентов в любом уголке республики. В этом контексте обновление офиса продаж в городе Гал является важным шагом в реализации этой стратегии. Самые первые, самые хорошие, самые умные. Удачи всегда рядом с нами. 4 месяца проектирования, формирования идей, ремонта, времени и, конечно, финансовых ресурсов потратили на то, чтобы вот такую красоту создать в городе Гал. Здесь, в этом городе, в Амобайл открылся один из первых офисов, когда открылась эта компания. И мы очень дорожим нашими абонентами, которые здесь живут. Они уже давно стали нашими друзьями. Этот офис для многих является родным. Офис в городе Гал – еще одно современное многофункциональное пространство. Впереди много планов и целей, которые команда намерена достигать также красиво. Красный бренд обещает много проектов и интересных коллабораций. Шазина Ханагу, Раму Камке, Абхазское телевидение. Подведены итоги 21-го международного шахматного фестиваля «Абхазия Open-2024». В этом году в турнире приняли участие 130 шахматистов всех возрастов и всех регионов Абхазии, а также гости из России. В рамках фестиваля прошли 3 шахматных турнира «Апсна-2024», взрослый турнир А и 2 детских до 9 и до 13 лет. В турнире А в результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Сергей Нефедов. Победителями в номинациях стали среди участников с национальным рейтингом Тристан Кварацхелиас Сухум, среди ветеранов Сергей Назарьев Майкоп, среди юношей Артем Лапин Санкт-Петербург, среди девушек Сарида Лаквитава Сухум, среди женщин Маргарита Череповская Ростов-на-Дону. Среди детей в разных возрастных категориях сильнейшими стали Николай Лазба Сухум, Александра Гургулия Сухум, Савелий Азанов Пермь, Татьяна Павлова Кировск, Баграт Хварцке Сухум, Эвридика Михайлиди Санкт-Петербург, Армен Топчан Кулрипш, Сария Лакоба Гудаута. Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 10 и 11 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 26-31, температура морской воды плюс 28 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.